сегодня все вместе. Здесь татарская общественность, азербайджанская, тюркские народы. Здесь много аксакалов было. И мы, значит, всегда также проявили своих активистов татарских движений, молодежь. Но Орхан Джемаль, у нас особое к нему отношение. Он неоднократно был в штабе. И мы проводили, значит, ему 40 дней. И когда стал выбор, где проводить, значит, это мероприятие, поскольку он был неоднократно здесь уже нашим большим другом, мы решили ему дань почтения, памяти и провести этот день у нас в штабе. Вот я не знаю такого еще журналиста, публициста, который так предметно, интеллектуально защищал татарский язык. Орхан Джемал после себя оставил такой след в области журналистики. И многим журналистам он как бы показал и оставил пример, и по какому пути надо двигаться для того, чтобы остаться в памяти людей, остаться у нас что происходит в мусульманском мире, тюркском мире, происходит какой-то разлад, происходит какой-то развал мыслей, происходит, скажем, развал единства этого этноса и этой конфессии. Это происходит в силу того, что нет, скажем, соединительных узов между людьми и очень много, скажем, внешних вражеских факторов, которые способствуют этому развалу, этому разладу. Но Орхан был одним из лидеров, который пытался объединить людей по этим, скажем, двум, скажем, коренным факторам, которые могли бы объединить всех мусульман и тюрков в том числе. Прошел год, и вот я, может быть, что-то не отслеживаю, но, по-моему, особо ничего такого не прошло. То есть вы единственный, кто, собственно, собрался и как-то вообще вот сделал какое-то усилие, чтобы как-то их вспомнить. Потому что, ну да, вышли публикации, да? Вышла публикация, я читал публикации досье, расследование, которое для Ходорковского, где там очень-очень печальные факты, к сожалению, приведены о том, что кто, возможно, причастен к этому, и потом Ирина Кратиенко, бывшая жена Орхана, она также публиковала статью, где рассказала о том, она как бы так получилось, что она является, как бы, ее признали потерпевшей стороной, потому что она мать сына Орхана. И вот она ходит регулярно к следователям, и, в общем-то, она говорит, что это просто, ну, до безобразия ничего не делается, вообще ничего не делается. Вот, поэтому, конечно, Мишала не очень хотела дожить до этого момента, когда все-таки виновные всего этого дела будут как-то разоблачены и наказаны, потому что, конечно, ну, боль, она, вот, боль от потери, она само собой никогда не пройдет, но вот еще боль от того, что это все вот так вот легко было сделано, и как будто все эти люди спокойно ходят по земле, абсолютно ничего не боясь, это очень печально. И Орхан Джемал, и Гейдар Джемал происходили из царственного такого ханского рода джаванширов, которые правили Карабахом. И вот есть такая черта, в общем, у этих аристократических семей, что у них в руках бывают еще какие-то такие артефакты или какие-то вот... У них было, я помню, карабахский вид коня. Считается особой породой, и действительно, когда это поднимаются эти лошади в склонных горах, допустим, в горе Шуша, это надо видеть, как солнце играется на пузе этих лошадей. Но эта красота необычайна. Вот именно эти царские лошади, и они принадлежали роду Джаванширы. И я помню, что Гейдар Джемал и Орхан Джемал мне рассказывали, что его бабушка, когда впервые была в Шуше в 1947 году, не выдержала, села на эту лошадь и проскакала вокруг всей Шуши. С одной стороны, да, мы видим, что королевская кровь, ханская кровь, с другой стороны, вот эти скакуны карабахские, необычайные, с другой стороны, журналистика. Он в какой-то мере владел пером как оружием. У нас есть в Азербайджане такое понятие лынч-вегалям, перо и меч. Вот это все объединялось в лице, я сказал бы, в семье
Джамале. И мне очень, с одной стороны, конечно, мы видим потери. Один за другим они ушли. Сначала ушел Гейдар, и как бы не выдержав эту разлуку, ну я образно говорю, ушел и Орхан. Но остался Кюрсер, дочь Гейдар Джамала, остался Мансур. Я думаю, что этот род будет продолжаться. Мы опять будем видеть таких же воинов, таких же хороших журналистов. И все это объединится, опять мы услышим это великое слово «Джемаль». «Джемаль» по-арабски одно из имен Аллаха. В таджалле это означает, что это джалал, это идеологические какие-то вот, и нематериальные названия. Джемаль это материализация вот всего духовного. И эта материализация действительно, если бы у меня спросили бы вот, материализация духовности и т.д. это да, есть фер. У нас на Востоке это называется аура. Аура это фер. Вот в азербайджанском языке это есть слово. Это фер, это аура сияет на этом семействе. И я очень рад, глубоко благодарен всех, которые это сияние принесли сюда. Спасибо вам за все. Орхан Джамал был из таких людей, который действительно прожил яркую, активную жизнь, он был на пути истины, и каждый понимал, он это не подчеркивал, что он идет туда, где есть боль человеческая, страдания, и он был истинным мусульманином, который определил свой путь. Конечно, серьезное влияние его жизни, становление такого сыграл его покойный отец Гейдар Джамал. Он не успел даже год прожить после того, как ушел. Я помню память в вечере, когда неожиданно, скажем так, для многих умер Гейдар Джамал, мне позвонили и сказали, вот пригласили на эту встречу, и там мы с Орханом увиделись, и он, выступая, говорил о том, что вот это боль утраты, что не могут себя прийти еще и не знает, как ему дальше жить. И так получилось, он год даже не прожил, вот принял он такую смерть. Но тем не менее дела его остались. Много высказываний, потому что разделять их крайне сложно. Отца, сына, отец был философ, это целая глыба в постсоветском пространстве для ислама, руководил исламским комитетом, и, конечно, его прислушивались многие люди. Но Орхан бывал там, где горячие точки. Он получил ранения, это было не шутки, и все равно выздоравливался, уходил, бывал везде, где необходимо ему быть. И тем более человек, который определял свою жизнь, конец своей жизни какое-то мгновением, он так и выражался. Он говорил, человек не может ждать много случаев, когда ему предоставится выразить себя, показать себя. Он говорил, вот есть мгновение, в это мгновение человек должен поступить, иначе было бы, смысл жизни терялся бы, ты мог бы так провести жизнь, ждать один поступок совершить и уйти. Поэтому в связи с этим, конечно, каждый человек, который здесь собрался, мы высказывались, выступая, что мы должны продолжать это дело. Не то, что это дело общее дело связано с тем, что мы могли дальше жить в соответствии теми наследием наших предков, наследием таких людей, придерживаясь своей веры, адатов, обычаев, традиций и условиях Российской Федерации. У нас в исламе люди ценятся, которые говорят, да, образован акл, алимы. Можно сказать, это люди алимы. На сегодняшний день, почему умма мусульман, скажем, наши вот, да, народности, коренных народов, из-за чего мы отстаем? От того, что у нас как бы хромает правовой нигилизм. Даже он с Такировым разговаривал, который непосредственно юрист. И он защищал вот Хазрата Сатрадного. Я, исходя из того, что я когда видел, когда вот непосредственно один юрист, что, да, как бы своими познаниями может сделать. Там приходил людей где-то, да, защиту человек 300-400. Но на них власть не очень-то внимание обращает. А когда юрист выступает в рамках законодательных, в правовом ресурсе, для власти, для режима это уже более ощутимый. Я об этом что хочу сказать? Хочу сказать, чтобы наша вина, то, что мы немножко отстаем в правовом легизме. Наши братья, как бы у нас физическая умма развита сильно, ну акл у нас, да, как бы мы очень мало на это ссылаемся. С аклом работать, с познаниями. Из-за чего, да, как бы и Гайдар Джамаль и Орхан Джамаль, они не были для режима как кость поперек горла, потому что это люди были образованные ученые. А ученый, образованный человек для системы, он как кость поперек горла. Он как бы не системный, он не мыслит, он не человек, который идет на поводу у телевизора. У него свое мнение. И это мнение обосновано на да, скажем,
на реальной науке, а не только то, что там или говорит Соловьев, или какой-то там еще другой диктор с телевизора, режимный человек. Я об этом скажу. Алхамдулилля, что эти люди, вот акалы, они хоть как-никак разожгли, скажем, да, искорку у нас своими вот действиями, своими познаниями для нас, что отец его, Архан Джамаль, Гейдар Джамаль, что он, я для себя даже вот как от его выступлений, алхамдулилля, я по-своему немножко кругозор, скажем, да, не то что немножко, а больше стал кругозор, больше интересоваться этими вопросами, которыми думал человек, почему он тогда как бы, он свободен был, он из-за чего свободен думал, а так более когда подошел, оказывается человек, алхамдулилля, он разумный, эта семья разумные были. Это да, вот об этом говорю, нам надо стараться брать у них пример, и эти люди, которые, если зажгли эту искру, мы должны эту искру разжигать больше, как говорит костер. Это костер должен быть все ярче и ярче гореть. От этого костра не то, что который будет прожигать все на свете, а наоборот, своим теплом должен обрегать других людей. Эти люди не должны бояться этого костра, что он кого-то прожгет, а наоборот, что этот костер даст тепло всем. Orxan Camal'ın yas mərasiminə yığışmışıq. Allah onun da atasının ruhlarını şad eləsin. Hər ikisini. O 21-ci əsrin ziyalılarından idilər onlar. Onlar bizim kisəmizdən getdilər. Allah onların qəbirlərini nurla doldursunlar. Səhərdən söhbət edirlər. Hamı söhbət edəndə İslamdan söhbət edir. Birliklər, vəhdətdən söhbət edir. Ancaq heç kəs vəhdəti sevmir. Burada hamımız Türk xalqıyıq, ancaq əfsuslar olsun ki, başqa-başqa dillərdə danışır. Öz dilimizdə danışmağı ar bilirik özümüzə. Ona görə də mən bu günlərin bütün Tatar diasporasıdır, Azərbaycan diasporasıdır, Kumuk diasporasıdır və Türk xalqların, diasporaların hamısını birliyə, vəhdətə çağırır. Çünki bizim vəhdətimiz olmasa, biz qalib gələ bilməyəcəyik. Rusiya özü əslində Türk Slavyan devlətidir. Baxmayaraq ki, dili Rus dilidir. Ancaq Türklər Slavyanlardan qat-qat çoxdur. Əfsuslar olsun ki, bizə burada öz mədəniyyətimizi inkişaf elətdirməyə o qədər də yol vermirlər. Mən bütün Türk dilli xalqları vəhdətə birliyə çağırıram. Və bu gündən istifadə edərək istəyirəm deyəm ki, səhər Qurban bayramıdır. Hər birinizin Qurban bayramınız mübarək olsun. Gün o gün olsun ki, biz hər bir devlətin ayrılmaz hissəsi var. Bizim də dərdimiz Qarabağdır. Gün o gün olsun ki, Qarabağda azad nəfəs alaq, öz devlətimizin müstəqilliyini quraq. Hər birinizə öz minnətdarlığımı bildirəm. Təşəkkür ederim. Я хочу добавить. Биберс anladım половину, но может не половину чего-то не понял, да? Но ben anladım şu Ay, sən mən Tatarca danışıb durarım. Birimizde birlik yoktur, birlik yoktur. Вот, ben yazdım концепция. Давлять еще концепцию yazdım. Это концепция государства, концепцию написал. Россия, тюркский мир. Я начал это писать. Потому что это не моего ума дело, нужны политологи серьезные. Но Россия, тюркский мир, что это означает? Россия должна, это стратегическое направление для России, войти в дружбу с тюркским миром. По-настоящему. Не так, не в игрушки, как с Эрдоганом, там то да, то нет. Вот по-настоящему. Потому что Россия, родина тюрков, это Путин признал, так? Все наши исторические корни из тюрков здесь, так? У нас полно тюркских республик, народов тюркских, так? Потом страны СНГ тоже в основном тюркские, и они связаны с Россией вот так вот все связаны, да, и знают русский язык, и знают наш менталитет общий. Потом, вот двуглавый орел возьмите, откуда он появился? Значит, сказали, что из Константинополя. А на наших монетах тюркских вот этот двуглавый орел был. Это в момент Джанибека, хана Джанибека, и еще раньше даже он был на байраках, на флагах. Двуглавый орел, тюркский. Что значит двуглавый орел? Это значит одна голова русско-православная, а вторая тюрко-мусульманская получается. Сейчас орел-то у нас из двух, одна голова не работает. Тогда что получается? Вот. Давлять-то, понимаете как? Давлять-то летит. А что такое тюркский мир?
Он, во-первых, заинтересован в наших товарах. Правильно? Это же не Западная Европа и не Китай. Товар, раз. Так? Это рабочая сила. Там порядка 250 миллионов человек, которые ищут работу. А у нас территория гигантская. Надо эту территорию занимать и работать надо на ней. Вот. С двух сторон нас давят. С одной стороны Китай, с другой стороны Западная Европа. Там НАТО, все прочее. Да? Вот. Самое дело в тюркский мир идти. Тюркский мир, это же не только тюркские там государства, Турция, да? Это еще и Афганистан, тоже к тюркскому миру. Индия, часть тюркского мира тоже, да? Потому что там есть тюркские корни. Иран, тоже близкий. Азербайджанская там у них. Да? Смотрите, дальше, Германия. Там тоже половина тюрков. А исторически Германия, она тоже из тюрков. У них же еще рунические надписи есть, Германия. Шотландия. Тоже тюркский мир. Вы понимаете, вот по этой идее. Венгрия. То есть, Булгария, да. То есть, вот эта идея, вот Россия, тюркский мир, мы, Россия, стратегически занимает центральную часть Европы, Евразии. Таким образом, мы перекрываем пути движения. Понимаете? Через Россию, через нас будет все идти. И тогда вот Россия и вот страны тюркского мира, и примкнувшие, вот тогда они поднимаются на большую стратегическую высоту. Великий сын азербайджанского, турецкого, исламского мира. Этого человека и потеря и азербайджанского, турецкого, исламского мира. Такие люди редкие, здесь за 100 лет один раз рождаются. И мы будем, как коллеги сказали, мы будем продолжать его, вот, который вы сказали, Искра сделал, вот это мы должны продолжать, его эстафет. И чтобы была последняя у нас потеря, вот это. И отец Гейдар Джамал был для нас гордость, и сын был для нас гордость. И вы правильно отметили, что нам надо объединяться, нам надо потихонечку со слова вот разных названий национальности переходить потихонечку на название тюрк. Это обязательно надо. И даже Россия вынуждена принять турков как своих собратьев. Иначе России тоже нету спасения. Да, Россия должна объединиться с тюркскими народами. Иначе здесь тоже все будет потеряно. Потеряно будет. Да, очень правильно отвечал, что все потеряно, и средства массовой информации, и другие структуры, все сейчас в руках других людей. Не у русских в руках, не у других титульных народов, которые как татары в России живут. Много таких народы живут, которые они титульные здесь. После русских народов они тоже титульные, местные народы. Вот им надо самим объединиться и восстановить силы, мощь этого же государства, но при этом и сказать свое слово и показать себя тоже. Мы должны поэтому объединиться. Мы азербайджанцы, хоть сейчас Азербайджан независимая страна, но и в России много азербайджанцев живут, которые для себя выбрали как родина. Здесь семейные живут или женились на русскую женщину, женились, сейчас продолжат здесь жить. Наши дети в школу ходят, здесь учатся, в вузах поступают. Но при этом мы должны сохранять свои обычаи, традиции. Потому что наши обычаи, традиции и воспитание ведет только к тому, чтобы был мир светло и справедливо, как и лицо Орхан Джамала. Видите, человек, какие вещи, какие трудности взял на свой плеч и боролся с какими вещами. Я сейчас не хочу это все называть, вы сами прекрасно знаете, он чем хотел бороться. Он просто хотел бороться с международным терроризмом, который... несправедливость народа. Да, и был это терроризм. Это был терроризм, это есть терроризм. Привитый к нам, вот это, снять привитый для нас, для мусульман, вот эти атрибутики, которые не соответствующие. Да, с вами согласен. И Аллах рахмат болсын, Аллах рахмат иласин Орхан Джамала, чтобы наш последний такой раскаяние, груз был, это, чтобы больше таких людей не потеряли. И вот, братья, надо, на самом деле, надо объединяться, друг друга любить и поддерживать. Иначе нам никто со стороны не будет помогать. Спасибо за внимание. И еще вас поздравляю с наступающим Курбан Байрам.
желаю, чтобы по возможности, конечно, хотя это очень непросто, пусть будет больше таких людей, а также я призываю к тому, чтобы он был примером не только для журналистов, но для всех нас, для тюркоязычных народов, и славянских, и смешанных народов, тюркоязычных со славянами. Да, в принципе, для всех народов, проживающих в России, а для всех россиян в целом, потому что это смелый и отважный человек, мужественный, храбрый, который смог доказать свою правду, вернее, не свою правду, а ту настоящую правду, которая есть на самом деле. И он всегда отстаивал свою позицию, он ни под кого не прогибался, не прогинался. И пусть таких людей, конечно же, будет побольше, как я сказал в начале. Я считаю, что он должен быть сейчас духовным вдохновителем, также для всех нас и примером. А когда доходит до дела, у нас никого нет. А он вода, он течет, он во все стороны, во всей планете. Поэтому дай Бог ему рая. А нам сдружиться, солидаризироваться и наконец-то показать, что мы тоже люди. Мы только за столом говорим, а так-то особо никого не видно, извините. Я думаю, каждый вот искренний человек, гражданин, тем более мусульманин, он на своем уровне старается, вот, и в зависимости от своего профессионализма, знаний, интеллекта, да, духовно-нравственного развития, каждый старается быть как-то полезным на местах, в этом сомнений у меня нету. Вот, и также вот я с Орханабой лично знаком не был, но у нас есть разум, у нас есть глаза, да, в любом случае слышим, анализируем, и поэтому, дабы вот была польза, да, от моих слов, я думаю, если вот человек, он прежде всего с собой справляется, да, ведь пророк, саллиллаху алейхи салям, сказал, вот большой джихад, это вот они же были военные походы тоже, когда они возвращались с настоящего поля боя. Потом он с подвижником, рады Аллаху анху, сказал, теперь мы, говорит, возвращаемся с малого джихада к большому джихаду, да? А сподвижники удивились, говорили, мы думали, это и есть был как раз джихад, то есть на поле битвы. Он говорит, большой джихад это ежедневный, то есть это борьба со своими страстями, со своим эго. Я думаю, если вот мы каждый в своей семье, на своем уровне сумеем свою жизнь наладить, справляться со своими приоритетами, прежде всего перед Всевышним, да? То есть это ежедневная обязанность перед Аллахом, каждого индивидуальная обязанность, то есть это намазы, да, это ответственность перед семьей, ответственность перед родителями, вот, за свою деятельность и так далее, и так далее. И если вот в таком приоритете будем расширять, потом уже, когда у нас налажено в локальном смысле, как-то лезть уже в общественную жизнь, потом в политическую, да, вот тогда будет гармония, я думаю, это будет и польза от этого, и это не будет разрывно, вот, как сейчас вот многие дела у нас делаются, поэтому получается где-то разрыв, где-то грустно, где-то печально. Вот когда вот так вот гармонично мы будем развиваться, у нас будет правильное знание, потому что вот в хадисе сказано, лучший из вас тех, кто в мирском не забывает о вечном и вечном о мирском. Это нелегко, этот путь он действительно нелегкий, и это каждый вот, кто искренний человек, он это ощущает. Это нужно, вот, тем более в наших условиях, мы сами же знаете, в каком вот мире живем. Я вот 10 лет назад начинал в госструктурах, там вот и с военными работал, да, с очень серьезными. А мусульманинам мне как вот? Это он должен и намазы там читать, он должен тактично поступать, он должен быть развит и в чиновничьих делах и так далее. И мы так поступали, и тогда Аллах Та'аля дает, вот Аллах не изменит, сказано, положение дел, пока мы сами себя не изменим. Тогда только вот много должно всего, в двух словах, наверное, не расскажешь, и по книжкам не расскажешь. Тогда только, наверное, какая-то вот производная бывает, и вот это действительно есть, наверное, настоящая польза вот для общественности и так далее, и так далее. И это действительно, наверное, не слова, а это уже реальные дела. И я думаю, мы все так поступаем, и да, Аллах нам еще больше поступать. Даже, дабы была польза от моего выступления, вот я у Искандера бы спросил, я думаю, сразу вот читали ли вот умершие мусульмане, да, вот Иохановы и так далее. Вот мы сейчас хорошие слова, это действительно хорошо. Но в чем они сейчас нуждаются? Там они не хотят ни есть, они не хотят ни спать. Они нуждаются в Коране. Вот я предлагаю, если я заканчивал медресе, у меня есть и высшее светское образование, педагогическое, есть и 7 лет заканчивал лучшее медресе города Москвы, Архамдлян. Ихляс, Рисалят тоже вот приглашаю, пользуясь случаем, да, лучшее медресе на Огородном проезде, там изучаются комплексные науки в исламе, и Коран, и фикх, акида, тафсир, и сир и так далее, и так далее. Сираталлазина ан'амта алейхим, гайрил магдуби алейхим, валаддаллин.
بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين يا رحمن يا رحيم يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا ناصر يا الله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا ربم يا الله Шушы оқылған намазларыбызны, Құр'ан әл-Кәримләребезне, эшләгән яхшы эшләребезне үзең кабул кылып, күп кенә гөнаһларыбызны, кемчелекләребезне гафу итеп, шушы көннәрдә Раббым, үзеңнең киң рәхмәтеңнән ташламасаң инде Раббым. Сөйкле пәйгамбәребез Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям барган юл белән барган насыйп әйләсәң инде. Шулай ук Раббым, мәрхүм булганнарга Джамал гаиләләренә, Раббым, бөтен мөэмин мөселманнарга, теге дөньяда китүчеләргә, Раббым, гөнаһларын, кимчелекләрен гафу итеп, Cennet yollarını açtığın, cennet nasip eyleseyin, ya Rabbil Alemin, amin. Bütün mümin Müslümanlara, iki dünyada da vakit nasip eyleseyin, Müslüman tügüllerine hidayet nasip eyleseyin, ya Rabbil Alemin. Üzüne sırın, üzüne sığınan, bi hurmetin Nebi, sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbena atina fid dünya hasanata ve fil ahireti hasanata ve qina azaban nar. La ilahe illa ente subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu seyyidina ve habibin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi وبارك وسلم اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الله